Всім прывітанне, гэта стартапніца, праграма пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія укладаюць іх свае грошы. Сёння ў нашай студыі, як заўжды, Юлія Нехай. Прывітанне, Юлія. Привет. І наш госць гэта Ігор Маханёк, беларускі бізнес-анёл і супрацоўнік стартапа WeWork. Прывітанне, Ігор. Прывітанне. Ігор, звычайна мы пачынаем праграму з доўгага і цярністага шляху чалавека вось па сваім жыцці да таго месца, якое ён зараз займае. Але мне здаецца, што это так сумна, і ўсе выключаюцца, пакуль мы робім гэта ўсё. Таму давай пачынаць з актуальных, нармальных, класных пытанняў. Вось, напрыклад, у які беларускі стартап ты зараз уклаў грошы? У які б уклаў ці які уклаў? Ну, у які уклаў, калі гэта не сакрэт, дарэчы, а ў які б уклаў, таксама вельмі цікава. Вось сёння я размаўляў з вельмі цікавым стартапам, які завецца MakeML. Яны ствараюць інструмент для machine learning інжынераў, якія могуць, дзякуючы MakeML, значна прасцей зрабіць computer vision. І прабачаюся за такое выкарыстанне ангельскіх тэрмінаў. Гэта нармальна, нас звычайна заклікаюць іх тлумачыць. Я так разумею, што ўжо ідзе нешта накшталт станкабудаўніцтва ў рэальным жыцці, але ў свеце стартапаў. То бок ёсць стартап, які палегчыць іншым распрацоўшчыкам ствараць стартапы. Дакладна. Гэта якраз прадаём рыдлёўкі на залатой ліхарадцы. Да. Шалёная тэма, і гэта сапраўды капіюе рэальнае жыццё, але ў нейкім такім абсалютна незвычайным выглядзе, да, рэчышчы. Так і што, якая выснова? Варты праект ці... Ну, ці ты не можаш зараз экспертызай сваёй падзяліцца? Праект дакладна варты. Ці буду я інвеставаць ці не, вырашэння яшчэ няма. Там яшчэ шмат пытанняў, шмат наступных крокаў, але проста адзін з вельмі дастойных, цікавых праектаў, які пачаўся не так даўно. А как вы вырашаете, я буду все-таки по-русски говорить. Как вы решаете все-таки инвестировать или нет? То есть на что вы обращаете внимание? В целом, кстати, можно было бы представить, что Игорь, он достаточно успешный бизнес-ангел, уже 4 экзита произошло, да? На самом деле больше, может, просто я не про все везде написал. Сколько уже произошло? Я уже не считаю, да? Смешно, да, но я... Считает. Ну что, да. Где-то около 10. О, а сколько всего портфельных инвестиций в портфеле? Около 80. Вау. Это за какой период? За 7 лет. За 7 лет. Мне здаецца, што это выдатная статыстыка, так? Ну, я думаю, да. Это очень даже хорошая статистика. Это хорошая статистика, Игорь? Да, это хорошая статистика. На самом деле, конечно, детальная статистика, она не в количестве экзитов, а в числе, в мультиплеерах, в том, сколько денег заработано. И, конечно, экзиты бывают очень разные. И как с мультиплеерами? Но самые интересные стартапы, самые хорошие мультиплееры, там мы еще ждем экзита. Один из них белорусский, как раз PandaDog, который многие знают. Один из первых моих инвестиций. Второй американский Instacart, который тоже инвестировал уже 7 лет назад. Про него в Беларуси знают меньше. Стартап, который занимается доставкой еды из магазинов домой. А какие есть еще белорусские инвестиции? Я знаю про Аподил. Аподил, да. Интересно, что его сейчас стали считать белорусским, но когда я его инвестировал, еще не было у них офиса в Беларуси. Да, сейчас у них есть большой офис в Беларуси. Это 2 мои основные белорусские инвестиции сейчас. Ясно. Но, тем не менее, вот как вы решаете инвестировать в стартапы? Что для вас, например, красные флаги, учитывая, что вы уже достаточно опытный инвестор? Ну, во-первых, можно начинать с зеленых флагов, да, Хорошо. Ради чего инвестировать в стартап? Это должен быть большой рынок, большая идея. То есть стартапа должен быть шанс и план, и видение вырасти до как минимум $1 миллиарда долларов в оценке, $1 миллиард в ревеню и так далее. Это раз. Второе, у стартапа должна быть очень сильная команда. То есть там должны быть фаундеры, CEO, которые действительно выделяются. То есть выделяются из других фаундеров, выделяются из людей, с которыми я общаюсь, и которые, например, показывают, что они уже что-то добились в этой жизни, даже если это что-то добились, могло быть там на студенческом уровне. И дальше, что самое важное, это скорость развития. Я очень люблю стартапы, с которыми я поговорил там в понедельник 1 числа. У них была одна стадия, а я говорю с ними через 2 недели, и они уже космически развились за это время. Вот, потрясающе, когда я вижу, что так быстро компания развивается, у них идет рост в плане фич, в плане ревеню, в плане клиентов, в плане найма. Вот я уже сразу вижу, что вот это будет тот самый космический корабль.
Але мне здаецца, што такія стартапы і ўвайсці складаней, і доля, якія яны могуць прапанаваць, разумеючы свой патэнцыял і свае тэмпы, будзе меншай ці больш дарагой. Да, доля гэта насамрэч апошні момант, на які я гляджу, таму што калі мы глядзім у стартапы, чым адрозніваюцца стартапы ад набыцця, напрыклад, нерухомасці ці акцыі Microsoft. Там, калі мы набываем нешта больш стандартнае, кансерватыўнае, там нам трэба, тут будзе 10% прыбылі, прыбытку, альбо 15% прыбытку. Калі мы глядзім на стартап, там альбо будзе 0, альбо будзе 30x, 100x. І калі там будзе вялікі стартап, не так ужо істотна, па якой коштуе, па якой долі мы ўваходзім. І, канешне, бываюць такі стартапы, які складана зайсці, і тут ідзе ўжо іншае. Як я магу ім даказаць, што я буду для іх карысны інвестар. І гэта якраз стартап, якія самыя важныя, самыя цікавыя. Тут шмат хто робіць такую аналогію інвеставання з дэйтынгам. Да? Калі гэта патрэбна толькі вам, а іншым чалавеку гэта не патрэбна, то гэта з гэта нічога не атрымаецца. Але значна цікавей, калі гэта патрэбна абодвум, ці калі нават ты бачыш, што гэты іншы чалавек, ці ў дадзеным выпадку стартап, яны карыстаюцца, у іх так усё добра, іх шмат хто хоча ўвайсці, так цікава. Уваходзіць інвестарам стартап, які шукаюць любога інвестара, і я буду адзіным інвестарам, не цікава. Канкурэнтна цікава. Да. Цікава заўсёды хадзіць якраз у тыя стартапы, якія цяжка ўвайсці. Калі працягнуць аналогію з дэйтынгам, так мне здаецца, што натуральна, з мужчынскага гледзяшча зацікавіць цікавую жанчыну сабой нашмат больш цікава, тут уже паўтарыў слова цікава, чым заляцацца да той, якая там не цікавая толькі табе. Да, не ведаю, тут нейкі інстынкт паляўнічага прачынаецца ў чалавеку, але тым не менш. Скажите, вот продолжая эту тему, Игорь, а вот из вашего портфолио, из этих 80 компаний, вот какой вот был вот самой такой симпатичной девушкой, да? То ли за все довелось подкатывать, да? На самом деле, что интересно, один из самых классных стартапов, который я инвестировал, People AI, это стартап, который украинские фаундеры, у них очень такой сильный стартап из долины. При этом, что интересно было, на какой стадии, в какой момент с ними общаться и инвестировать. Я с ними успел пообщаться, инвестировать, когда они еще были таким гадким утенком, как это говорится. Да? То есть они были еще малоизвестные, и они еще мало чего добились, и еще они не знали, как убедить инвесторов в своей интересности. И мне повезло, наверное, или у меня как-то получилось увидеть в них хороший потенциал. Это было... И буквально через 2 месяца или через месяц после того, как я инвестировал, они попали в Y Combinator, и после этого все увидели, какой у них потенциал, и они с тех пор очень сильно выросли, получили отличные инвестиции. После Y Combinator получили пару раундов, в том числе от Andreessen Horowitz, огромной фирмы, позже. Это был вот один из таких стартапов, который сейчас очень hot, очень большой, очень активно развивается. І, колькі тады стартапаў вы, напрыклад, праглядалі за тыдзень, і ці змянілася гэта зараз? Да? Вы шукалі тады стартапы, ці вас яны шукалі? Да? І вось, напрыклад, зараз. І где яны вас шукалі? Да, звычайна, яно так 50 на 50. І я шукаю крышачку стартапы, і стартапы шукаюць мяне. Але самы галоўны, самы выдатны метад гэта праз знаёмых. Это такі, калі працягваць дэйтинг, то сватавство такое. Да? І вось той же People AI мне прапанаваў пазнаёміцца з імі мой сябар Ярослав Ажнюк, які фаундер стартапа 5Cube, і шмат іншых стартапаў, з якімі я зараз знаёмы. Напрыклад, з тым жа MakeML мяне пазнаёміў Михаил Румянцаў, які стартап Friendly Data зрабіў, і гэтак далей. Амаль самыя все цікавыя, лепшыя варыянты я знаходжу праз знаёмых. Шмат стартапаў да мяне шукаюць кантакты, пішуць мне ў e-mail, ці там у Facebook, ці неяк яшчэ. Там праглядаю шмат, і там бывае
цяжка знайсці сярод тых, якія да мяне выходзяць нешта цікавае. Шмат я хаджу і езжу на розныя івенты, дзе там такое, можна сказаць, 50 на 50, тому що стартапы там пітчаць усім інвестарам, і я гляджу, што мне цікава, і я потым да іх падыходжу. Так, я, напрыклад, знайшоў стартап Adway, які робіць у Лос-Анджелесе рекламу на Uber праз праекцыю. Там один з фаундераў расеец, один з фаундера канадзец. Я іх знайшоў на адным з івентаў Demo Day у Нью-Йорку. Мне гэта Скажите, рекламу, калі у інтэрнэт-краме ты што-небудзь набываеш, там можна запоўніць пасля такі апытальнік, да? Як вы пра нас даведаліся? І вось гэты пункт ад сяброў, да? Аказваецца, у выніку са стартапамі, у досведзе Ігора, ён самы галоўны, да? То бок не праз банеры, не там так, не там сяк, але вось праз сяброў і сяброў. Прабачце, это была заўвага, Юля. Да, извини, тоже, пожалуйста, Ничего. что перебила. Я хотела уточнить, а какой вот вообще у вас фокус? То есть вы перечисляете стартапы, они все достаточно разные. То есть сразу я думала, что у вас, наверное, фокус какой-то больше технологический, email, компьютер-вижн и прочее, но получается, что нет. Не только. Конечно, у меня фокус на стартап, которые могут скейлиться, хорошо масштабироваться, используя технологию. То есть я не очень люблю инвестировать в стартапы, у которых очень большой real компонент. То есть, например, есть стартапы, которые там, не знаю, продают мебель через интернет, но им ее нужно делать самим, в такие я не очень люблю инвестировать. А на самом деле я подхожу не по принципу узкого фокуса, а по принципу скорее широкого фокуса, но при этом с отрезанием тем, в которых я не разбираюсь. Есть несколько тем, которые, что интересно, как раз я живу в Нью-Йорке, и там есть несколько сфер, которые я вижу постоянно, поскольку они нью-йоркские, но от меня недалеки. Это фэшн, это медицина, и это некоторый аспект рекламы. То есть частично рекламно я инвестирую, но те, что связаны с агентствами, нет. И когда я вижу стартап, например, медицины, я в этом плохо разбираюсь, я говорю, окей, хорошо, я не буду тратить ничего время. Фэшн и одежда то же самое. А в остальном, если в этом есть интересная идея, но даже я в этом не разбираюсь, я могу разобраться, могу найти людей, которые в этом немножко больше понимают, и заглянуть глубже. Для меня есть понимание, какие бизнес-модели мне нравятся. Вот, например, B2B SaaS Subscription – это, в принципе, бизнес-модель, на которой возможно построить стартапы в очень разных областях. И мне стартапы, которые это бизнес-модели, очень нравятся. Я ценю стартапы в последнее время, которые делают консюмерские приложения по подпискам. Тоже бизнес-модель, но нужно, опять же, смотреть, какая сфера. Некоторые сферы мне хорошо нравятся, я их понимаю, некоторые сферы тяжело, я их не понимаю, я туда не иду. И если упростить это все, то я инвестирую в стартапы, которые я могу хорошо понять, что они делают, я могу действительно проверить, и, может быть, даже не я специалист, но и через друзей специалистов проверить, и я действительно верю в команду. Я насчет команды, по-моему, самый лучший стартап, который инвестировал, который я не понимаю область, но я понимаю команду, это стартап Zero Avia, который делает в Сан-Франциско двигатели на водородном топливе для самолетов. Я ничего не понимаю ни в двигателях, ни в топливе, ни в самолетах. Но я познакомился с фаундером, который россиянин, закончил МФТИ, работал в Google, в McKinsey, сейчас сделал предыдущий свой стартап, продал. Я с ним поговорил, был blown away, как говорится по-английски. Я понял, что это потрясающий специалист, потрясающий фаундер, и он действительно это сделает. Вот в такой я инвестирую, даже если это не моя область. А есть какой-то неудачный пример? Вот когда вот вам интуиция подсказывала, что что-то не надо. И все-таки вот... А может, нават 80 интуиция ничего и не подсказывала? Нет, там, где интуиция мне подсказывает, что не надо, то я не инвестирую. У меня нет ни одного случая, где инвестиция говорила, мне не надо, я инвестировал. Но тем не менее, вот негативный пример. Есть неудачные случаи, где инвестиция подсказывала надо, все было хорошо, но не получилось. Один из этих интересных случаев – это стартап, который я инвестировал, наверное, лет 6 назад, уже года 4 назад он обанкротился. Стартап назывался Bia Sport. Они делали... фитнес-трекер, который называется «На запястье», ориентированный на женщин. Это было как раз время, когда не было никакого Apple Watch, когда появилось много продуктов Fitbit, Jawbone,
только появился вот этот вот большой тренд, и они сделали интересный поворот. Они сделали трекер, ориентированный только на женщин, и они добавили туда SOS-кнопку с GPS-ом, который будет ориентирован на то, что женщины могут бегать там по вечерам в парке, и их там друзья, родственники, партнеры будут чувствовать себя уверенно и спокойно. Они собрали большое количество денег на Кикстартере, где-то 1 миллион или 2 миллиона. С этим питчем пришли к инвесторам, чтобы собрать еще денег. Я бы инвестировал в них деньги, один из был ангел-инвесторов, но у них не получилось. У них не получилось сделать хороший продукт. Они делали его долго, у них были какие-то проблемы собственно, с девайсом, которые не нравились их пользователям, они получали плохие отзывы. В итоге у них продажи были слабые, им пришлось завершить стартап. У выніку на рынок пришли іншыя гульцы. Да, конечно. Рынок закрыл Apple Watch после этого в основном, ну, плюс там некоторые другие, типа Garmin и так далее. Но я, конечно, для меня это был один из больших уроков, что я стараюсь не инвестировать, ну, по-моему, после этого не инвестирую ни в один стартап после Кикстартера, потому что Кикстартер — это замечательная история для маркетинга, но не очень она хорошо описывает будущие успехи. То есть корреляция с будущим успехом сложная. Потому что Kickstarter показывает, что вы умеете делать пиар, но еще не показывает, что вы умеете сделать девайс. Дальше я узнал очень много про hardware-бизнес, который очень сложный, и особенно hardware-consumer-бизнес, потому что там очень низкая маржа, очень низкие цены, и очень сложно действительно построить миллиардный бизнес. Вот. Ну, такие вот уроки. И поэтому я стараюсь инвестировать или в софтвер, или хардвер, ориентированный на B2B. Мы не пагутарылі, я не ведаю, якое ты пытанне зараз Юлія хацела задаць, але ўсё ж таки мы не пагутарылі пра чырвоныя сцягі, і мы не пагутарылі пра тое, што можа спыніць. Да? Напрыклад, я не ведаю, стоп-слова ў имейле, пасля якога не будзе сур'ёзнай увагі вось менавіта гэтаму праекту. Добра, так, ну вот пра чырвоныя сцягі можам паразмаўляць крышачку. Гэта, вядома, вельмі цікава, асабліва калі ёсць шмат стартапаў, трэба неяк выбраць, неяк трэба адфільтраваць. Адзін з чырвоных сцягоў, які неяк пераклікаецца з тым, што мы ўжо казалі, што калі я бачу, што ім вельмі патрэбная мая інвестыцыя. Калі я бачу, што яны становяцца desperate, што яны мяне за мной бегаюць і просяць, і ў іх не атрымліваецца атрымаць інвестыцыі яшчэ дзе-небудзь. Гэта, вядома, значыць, што гэта стартап, мои грошы іх не спасуць ніколі, не выратуюць і не дапамогуць. Іншыя чырвоныя сцягі, гэта калі я бачу, што нельга давяраць ім. Чамусьці дзесьці яны нейкія слізкія, нешта мне не дасказалі, нешта там усплыла. Ой, самае прыкольнае ў гэтым плане слізкасць была, калі я ўбачыў прэзентацыю, да нашай ангельскай групы прыйшоў стартап, ён прэзентаваў, і на адным са слайдаў іх былі team members. І адзін з team members я бачу імя, прозвішча майго сябра, як я ведаю, працую ў іншай кампаніі. Я адразу пишу яму, тут ёсць такі стартап, як ты да іх адносішся? І яны кажуць, і мне сябр кажа, ну я з імі размаўляю адзін раз. Я кажу, а ты ў іх як тім-мембер праходзіш. Ну, вядома, чырвоны сцяг, я больш гэтым стартапам ніколі не размаўляю, потому што яны... Спроба падмануць. Гэта просто падман такі, да? То есть гэта самыя вялізныя чырвоныя сцягі. І такі over-exaggeration, калі таксама не люблю, калі можа гэта і не падман, часам бывае, але я бачу, што яны спрабуюць надуць сваю гісторыю. Ці нешта прахаваць. Вось мне больш спадабаўся першы пункт, таму што відавочная выснова з яго это тое, што стартап, нават калі ён вельмі desperate, да, ён мусіць бегаць за некалькімі інвестарамі паралельна. Вось, ну і тады гэта супакойвае, я так думаю, саміх инвестораў. На самом деле стартап, он ведь и собирает раунд. Да. То есть это как бы, да, нормально. Я хотела вот что спросить. Я знаю, что вы входите в состав нью-йоркской сети Angels. Fire Angels. Да. Хотела сказать Angels Band. Это белорусская сеть. Да, но вы международный партнер, да. Вот, я хотела спросить, вот, ну, можете сравнить, допустим, эти две сети, то есть как вот работает сеть бизнес-ангелов в Нью-Йорке, сколько стартапов в пайплайне, как часто у вас проходят какие-то мероприятия, какой-то вот фокус, насколько легко собирается сам синдикат. Я так понимаю, вы в синдикате инвестируете, да?
По-разному. По-разному. Да, то есть насколько охотно народ решается быть лид-инвестором. То есть вопросов много, но в целом вот именно как выглядит английское инвестирование в Нью-Йорке? Хороший вопрос. Явно видно, что вы разбираетесь в теме. Это действительно приятно слышать. Что интересно, как раз я общаюсь с Angels Band и помогаю им сейчас тоже дать какие-то советы и мысли, как можно еще улучшить процесс в Минске. Значит, что я вижу по сравнению, что Angels Band просто более молодая организация, еще чуть меньше шишек набили, меньше опыта, но принципиально подходы и цели, и инструменты одинаковые. Только Empire Angels существует чуть подольше, и они существуют внутри экосистемы, где много есть у кого учиться рядом, в том же городе и так далее. И еще разница большая, что Empire Angels, он объединяет в основном людей, которые, так называемые young professionals, это обычно люди, которым от 20 до 40 лет, которые где-то работают на full-time job, у которых есть какие-то свои деньги на стороне, и они хотят инвестировать в стартапы как дополнительный момент. В Angels Band, мое понимание, там очень много людей из real business, которые именно бизнесмены. Из real business, я имею в виду, то есть не IT-бизнес, которые уже сделали какие-то деньги в Беларуси и ищут, как войти в IT-бизнес, но это обычно люди уже, которые знают, как построить бизнес. В этом небольшая разница, которую я вижу. Хотя в Angels Band тоже есть менеджеры, есть наемные работники тоже. Как работает Empire Angels? У нас есть пайплайн, раз в месяц мы встречаемся. Пайплайн наполняют, естественно, сами члены. У нас есть Slack коммуникация, Slack channels, в которые мы скидываем каждый из нас периодически стартапы, которые мы находим. Мы через Slack голосуем за те, которые мы увидим вживую. Раз в месяц у нас есть встреча, на которой питчат 3 стартапа, которых мы выбрали через Slack. Эти 3 стартапа питчат, мы достаточно долго их обсуждаем, то есть у нас где-то 15-20 минут на питч, еще минут 10-15 на questions and answers, и после этого в конце каждой встречи мы решаем, с каким из этих стартапов мы продолжаем разговор, с какими не продолжаем. Мы всегда выделяем каких-то лидов на due diligence, мы проводим достаточно глубокий due diligence, много звонков с стартап-фаундерами, звонки с их клиентами, звонки с их партнерами, собираем много due diligence информации, и потом у нас есть два основных направления инвестирования. Во-первых, все ангелы свободно инвестировать напрямую в стартап, но, опять же, это иногда зависит от того, какой у них минимальный чек, кто сколько готов инвестировать и так далее. И плюс у нас есть свой синдикат, свой фонд, скажем так, от которого у нас работает принятие решений голосованием. У нас все люди, которые инвестировали в этот фонд, они все по результатам due diligence голосуют, должен ли фонд инвестировать в этот стартап или нет. Когда 2/3 человек сказали, да, мы инвестируем, у нас больше, чем половина, потому что, опять же, нужно быть очень избирательными, нужно минимум 2/3 голосов. Если 2/3 положительных голосов получает, фонд инвестирует в этот стартап. И у нас такой порядок уже работает пару лет, мне он нравится, достаточно хорошо работает. Интересно, что очень заметно, что типы стартапов, которые приходят, типы стартапов, которые инвестируют, зависят от именно людей. То есть, конечно, если нам, например, вот есть люди, которые больше работали в не IT-бизнес, каких-то real-бизнесах, типа ритейл, банках и так далее, они предпочитают стартапы с track-record, с revenue. Например, через тот же Empire Angels сложнее получить инвестиции стартапам, которые business-to-consumer, которые просто приложения, у которых нет revenue и так далее. Именно потому, что в основном люди, которые там сидят, которые голосуют, им такие стартапы менее комфортны. Но если они приходят, то кто-то, 1-2 человека могут с таким стартапом связаться и инвестировать. А сколько получается вот численность Empire Angels, и вот как быстро вы закрываете сделки? Средний чек какой у вас? Про средний чек мне сложно сказать, точнее, это лучше пусть читатель или слушатель, точнее, обратятся ко мне лично, мы обсудим. А где-то членов у нас где-то 30-40 человек. Точнее, членов у нас, наверное, больше. 30-40 человек – это сколько приходит раз в месяц. А яка колькасць у Angels Band? Более 80 уже. А чому так? Ось цікаво. Нью-Йорк, ён нашмат больше. на самом там деле, много что сетей. что Angels Band тоже приходит около 40 человек раз в месяц, насколько я знаю.
Ну, я могу... То есть больше активные, меньше активные Я люди. думаю, да, Уже Power зацікавлені. Angels, я тоже думаю, в реальности где-то 80-90 человек. Разница, конечно, большая в том, что в Нью-Йорке много разных Angels групп, и люди по-разному в разные включают. Плюс там много в Нью-Йорке разных других вариантов инвестировать. Плюс в Нью-Йорке есть прямые фонды, в которые можно стать там limited partner, если хочешь. Там есть очень много разных вариантов в этом участвовать. В Беларуси это новое движение, это практически единственная ангельская группа, поэтому я не удивлюсь. Единственная. Да, если эта группа вырастет больше, вырастет до 200-300 человек, пока она единственная. На самом деле, когда она вырастет где-то до 150-200 человек, будет неудивительно, если создадутся новые, потому что в какой-то момент может оказаться, что это слишком много. Ну, это здорово, это значит, что процесс пошел, Да. это начало развиваться. И, к слову, ну, такая небольшая ремарка. В Эстонии, например, местная сеть Estben, да, ее численность около 120 человек, но у них при этом около 60% инвестиций. Это не Эстония, а это Нордик, страны, которые сопредельные. То есть вообще подходы и какие-то особенности, они могут быть совершенно разными. Самое главное, это то, что инвесторы, они вкладывают деньги, они помогают стартапам и прочее. А можете еще сказать вот средний срок закрытия сделки? То есть вы сказали, что проводите очень такой глубокий due diligence, насколько это по времени? Обычно это месяц. Вот так вот. А мне здаецца, што Беларусь яна таксама зацікаўленая ў тым, каб прыцягваць інвестыцыі ў суседніх краінаў. Да, але мне здаецца, што з гэтым ёсць пэўныя праблемы, звязаныя з бізнес-кліматам, які ёсць у Беларусі, з пэўным недаверам жыхароў суседніх краінаў, ну хіба што за выключэннем Расіі, да таго, што адбываецца ў Беларусі. Я ведаю, што ў прынцыпе ёсць тэндэнцыі да таго, каб пераламіць гэтае становішча. Напрыклад, рыхтуецца стартап-тур, я не ведаю, як гэта сказаць, у Літву. Да, то бок літоўцы хочуць беларускіх стартапераў прывесці ў Літву, а літоўскіх адпаведна ў Беларусі, пазнаёміць бізнес-ангелаў, якія працуюць там і тут і гэтак далей. А ці ёсць Беларусь як месца для інвеставання сярод амерыканскіх стартапераў, сярод амерыканскіх бізнес-анёлаў, ці разглядае хто-небудзь увогуле магчымасць інвеставаць сюды, ці гэта настолькі далёка, а ў той жа час даліна настолькі блізка, што просто не мае сэнсу, да, глядзець у наш бок, таму што можна глядзець туды і углядацца ў даліну бясконца. Кажуць, you hit the nail on the head. То есть, адказаў за сваё пытанне сам, там, і менавіта так, што у ЗША столькі цікавых стартапаў, што значна лягчэй знайсці цікавы стартап для інвестыцый просто побач з табой. І ёсць вельмі мала, але ёсць людзі і ёсць фонды, якія шукаюць гэтай энгл, гэтай маржу, які, мы, можа быць, інвестуем у стартапы з меншых краінаў, таму што там менш фондаў, таму што там менш valuation, можна атрымаць больш долю, і потым іх неяк дапамагчы ім прыехаць у ЗША, але такіх фондаў вельмі мала, такіх тэматычных. Бо гэта ў любым выпадку двухкрокавы праект. Спачатку інвеставаць тут, ну, найхутчэй, да, і пасля перавесці гэты стартап на пэўным этапе развіцця туды. У чым, што дакладна вядома, што ў Беларусі няма другога, трэцяга этапа інвеставання. У Беларусі ўжо з'яўляюцца нейкія ангельскія групы, у Беларусі з'яўляюцца першыя інвестарскія фонды, тыя ж там Хаксус і гэтак далей, якія могуць інвеставаць у pre-seed, у seed, можна нават у Series A, але няма у Беларусі ніводнай групы, якая інвестуе ў Series B. У Series B гэта там 10 ці 15 мільёнаў і так далей. А много ли таких стартапаў в Беларусі? Ну, іх няма, ну, гэта лагічна, але як толькі яны з'яўляюцца, ім абавязкова патрэбна яшчэ раней быць там, у ЗША. І ось той же Пандадок быў яркі прыклад, што яны для амерыканскіх, это мы іх называем беларускім стартапам. Усе амерыканскія інвестары іх лічаць амерыканскім стартапам, тому што яны пераехалі ў Сан-Францыска, іх фаундер вельмі даўно. І, вядома, яны там могуць знайсці гэтыя фонды, якія інвестуюць далей. І што самае цікавае, тая ж праблема ў больш развітых стартап-экасістэмаў побач. У той ж Расіі Series B, Series C атрымаць вельмі цяжка. Там ёсць некалькі варыянтаў, але ім цяжка. І ім таксама цікава пераязджаць у ЗША, ці ў Англію, як мінімум, ці, ну, як мінімум, у Германію, каб знайсці гэтыя фонды.
А можно такой вопрос? Я, к слову, Паша, вот с тем, что ты сказал по поводу Литвы, я очень поспорила бы на самом деле. Так. Но я не хочу уже так вот растекаться. Вопрос у меня такой. Вы, как мы уже немножко уточнили, вы являетесь международным партнером Angels Band. Вот расскажите, пожалуйста, вот в чем состоит ваша здесь работа, чем вы помогаете нашей сети бизнес-ангелов, какие возможности, может быть, у стартапов открываются, и в целом, как вы видите белорусскую стартап-экосистему сейчас, вот учитывая, что у вас есть, учитывая, что вы сами отсюда, как бы знаете, с чего начиналось, и я вот нашла такое интервью, несколько лет назад вы его дали, и там вы сказали, что белорусская экосистема не позволяет развивать стартап от начала до конца. То есть вот изменилось ли что-то сейчас? Ну, я начну с последнего вопроса. Да, это, в принципе, то, что я уже сказал. Да, действительно, до конца, то есть до экзита и до IPO здесь действительно невозможно развить. Особенно учитывая, что благодаря размерам белорусского рынка все стартапы, которые здесь делаются международные. Поэтому очень интересно, это большое достоинство Беларуси, потому что здесь люди делают стартапы с большим потолком, потому что они делают международными. По сравнению, например, с многими стартапами, которые я знаю в России, они делаются на российский рынок, потом они делают, может быть, российское IPO, получается там какой-нибудь Авито, там, да, и у них потолок получается ниже, там, из всех российских IPO-стартапов, там вот Яндекс успешный, очень большой, а так это очень сложно. Белорусские стартапы могут выйти на IPO, потому что они изначально ориентированы на международный рынок, но им сложно это сделать здесь, именно потому что сложно сделать следующий раунд инвестиций, сложно стать международной компанией, находясь в Беларуси. Но они могут до последнего здесь иметь огромный центр разработки. И на самом деле даже ведь же есть международные компании, которые не отсюда, которые делали здесь центр разработки. Тот же Fitbit, который сделал большой экзит в Google буквально недавно, у них здесь центр разработки. И как у многих белорусских стартапов. И это, я думаю, не изменится быстро. Это может измениться только очень постепенно, если здесь появятся инвестиционные фонды, которые готовы инвестировать 10-15 миллионов в одну компанию и, соответственно, иметь сотни миллионов под управлением. И тогда будут следующие этапы, когда здесь... Мне сложнее говорить, потому что я не здесь про климат в плане законодательства налогового и так далее. Может ли здесь быть компания, находиться полностью в Беларуси, но при этом быть на американской бирже, типа NASDAQ и NYSE? Такого никогда не было еще, но чтобы это было, должна быть вся легальная система поддерживать это. Это все сложно, но я верю, что это постепенно изменится. Что я вижу, уже изменилось, то, что не было несколько лет назад. Это появились бизнес-ангелы, появились самые первые венчурные фонды, которые умеют делать pre-seed. Так что здесь как минимум можно сделать шаги, гораздо больше шагов первых, чем их можно было делать раньше. Здесь появились хорошие ивенты, конференции, менторские ивенты и так далее. Появились первые акселераторы, которые уже могут помочь компаниям выйти на первые инвестиции. Конечно, здесь развитие идет, оно идет очень хорошо, очень по правильному формату. Что здесь всегда было, и здесь развивается больше и больше, огромное количество людей, которые специалисты в техническом плане, и плюс, что появилось замечательно, чего не было еще 5 лет назад, появились нетехнические IT-специалисты, то есть появились продакт-менеджеры, появились маркетологи мирового уровня, которые могут маркетить на США и на другие страны. Появились сейлс-менеджеры, появились бизнес-девелоперы, которые умеют делать партнерство с американскими международными компаниями. И теперь они работают на компании большие, потом они могут уходить и создавать новые стартапы. Замечательно. Это то, чего не было лет 5 назад, сейчас есть. И сейчас я уже вижу стартапы. Если я 5 лет назад видел стартапы, где один программист с другим программистом создали этот стартап, то сейчас уже вижу, что есть программист с маркетологом создает стартап. Замечательно. Уже есть разные сферы знаний, там разные полушария, они могут сделать стартап гораздо более сильный. Думаю, что у нас остался час хіба што на одно пытанне. Ой. Потому что, да, вельмі хутка, вельмі шкада. Да? Чем помогаете хорошо? Чем помогаете Angels Band? Самое, что я могу помочь, это как минимум советом рассказать про опыт из Empire Angels, про опыт из американской экосистемы, это раз. Второе, могу их знакомить, помогают. Было в свое время Angels Band, некоторые ангелы приезжали в США, и я им помогал, знакомил с местными инвесторами и с несколькими местными стартапами. Я помогаю делать иногда другой взгляд на due diligence, не только с точки зрения того, там, как стартап
работает, но и насколько он investable с американской сферы. Могу помочь им советом рассказать, как будут фонды, которые в Америке работают, более там Seed и Series A, смотреть на эти же стартапы. Вот. И плюс еще могу им рассказать, какие я видел стартапы, потому что Angels Vent в основном видит белорусские стартапы, а я просто вижу много американских стартапов. Если я вижу что-то похожее, или что-то, что уже работало, или что-то не работало, могу им помочь этим. Сябры, на гэтым мы скончым стартапніцу. На жаль, не хапіла нам часу нават распытаць Ігара пра яго сённяшнюю працу full-time, да, про якую, як ён сказаў, ёсць шмат інвестараў у ЗША, якія працуюць full-time, інвестуюць нейкія дадатковыя грошы ў стартапу WeWork. Ну, але ладно, у наступны раз, спадзяюся, што ў наступны раз, магчыма, будзе больш пазітыўных навінаў пра гэты стартап, і мы зможам пагаварыць пра яго шчыра, і ўсё будзе класна. А як сказаў Ігар, яму можна напісаць у Facebook, гэта класна, да, можна e-mail. Да, можна на e-mail, но мы можам смела скончыць гэты эфір з гэтым месседжам. Можна напісаць Ігару ў Facebook, задаць усе пытанні, якія не задалі мы з Юлей, нейкім чынам звярнуць на сябе увагу, і ўсё атрымаецца. Гэта была стартапніца Юлія Нехай, Павел Свердлоў і наш госць Ігар Маханёк, бізнес-ангел з ЗША і міжнародны партнёр Angels Vent у Беларусі. Дзякуй. Дзякуй вам вялікі. Да пабачэння, пачуемся ў наступную пятніцу.